3 года назад, когда был неурожай общий картофеля, как у населения, так и в сельхозпредприятиях. Нас накормили картошкой, я имею в виду республику, соседи. Киров привез нам картошку, но по какой цене? Цена была выше, чем цена яблок. Поэтому 3 года назад еще, вот потому что картофелю было правительством принято решение о выделении более 90 миллионов рублей для закупки 3 комплексов по выращиванию картофеля. И сегодня вот эти 3 комплекса обеспечивают сдерживание цен, особенно в осенний и зимний период. Ну и в первую очередь мы обеспечиваем по доступным ценам вот этим картофелем наши бюджетные организации. Вот в частности по прошлой зиме не очень благоприятной цена на картофель от наших сельхозтоваропроизводителей не превышала 12 рублей. Необходимость реализации приоритетов обуславливает постановку и решение задач по обеспечению бюджетной поддержки сельского хозяйства как в рамках федеральных, так и целевых республиканских и ведомственных программ. В области поддержки сельскохозяйственного производства приоритетными являются финансовая поддержка инноваций в сельском хозяйстве, компенсационные меры, отражающие сельскохозяйственных товаропроизводителей от негативных воздействий на их экономику и удорожающих материально-технических ресурсов, финансовая поддержка преодоления производственных рисков, связанных с природными и иными явлениями, стимулирование восстановления пассивных площадей сельскохозяйственных культур, а также производство продукции животноводства, формирование производственной инфраструктуры общего назначения, дороги, электрификация и газификация и стимулирование привлечения квалифицированных работников, подготовка и переработка кадров. Вы видите на слайде о том, что начиная с 2003 года средства, которые выделяет республиканский бюджет, правительство и при активной очень поддержке наших уважаемых депутатов идут в гору. 2011 год у нас еще впереди. Будем надеяться, что та горка, которая покатилась вниз, у нас будет откорректирована. Что мы ожидаем? В результате реализации этой стратегии, значит, картофелем мы будем обеспечивать себя на 100%, овощами на 37%, молоком на 35%, и яйцом, я уже говорил, на 80%. Сегодня мы определили меры государственной поддержки, и наша задача их сохранить. Виды поддержки, да, их сохранить. Понятно, что мы в связи с кризисом какие-то не смогли, значит, реализовывать, но мы стараемся и стремимся при получении доходов их восстанавливать, да. Это как бы все понятно. Но вот здесь вот есть один момент, который нас все больше и больше начинает беспокоить. И здесь не все зависит от власти, не все зависит от денег. Да, то есть, а сегодня во многом и очень много зависит от личной инициативы людей. Да. Значит, есть проект, готовы помогать. Если не будет никакого проекта, если не будет никакой идеи, деньги нам здесь не помогут. Должен быть в любом случае инициатор, должен человек появиться, который будет болеть за это дело. Вот сегодня в Кайгородке болеет за эту перепелиную ферму. Поверьте, она будет. И она будет развиваться, и поверьте, у нас на столе будет, значит, собственно говоря, наша продукция Республики Коми, а не завозная откуда-либо. Да, то есть это просто время потребуется, наверное, для развития этого проекта. То же самое возьмем овцеводство. Да мы всегда славились своим овцеводством в Республике Коми. А сегодня-то ведь этого нет. Пора законодательные меры принимать в этом плане по стимулированию развития овцеводства у нас в республике. А звероводство возьмем, даже это же звероводство. Я слышала, вот сразу все зашумели, на самом деле, да, то есть, ну просто ведь никто серьезно и еще серьезно этой темой у нас в республике не занимался. Значит, и поверьте, я так думаю, что уж норку-то мы разводить в республике Коми должны. Вопрос, чем мы можем помочь. Даже само понимание этого проекта, оно уже в идеях-то есть, и в головах оно есть. Значит, сегодня нужны те, кто будут болеть за это дело, да, и наша поддержка.